Самұрық-қазына қорының сатып алуларында отандық тауар өндірушілерді қалай қолдау жасайтынымыз туралы брифинг өткіземіз. Сіздерді бүгінгі спикерлермен таныстырып өтсем, Казутин Николай Юрьевич, Самұрық-қазынаның басқарма мүшесі, құқықтық сүйемелдеу, қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор, Шәріпов Нұрван Сәкенұлы, қордың сатып алулар жөніндегі операторы болып табылатын Самұрық-қазына контракт компаниясының бас директорының орынбасары және Оразалин Серік Болтөреханұлы, электрондық дүкеннің операторы, Казклауд компаниясының коммерциялық директоры. Іс-шарамызға тағы да қордың портфельдік компаниялардың өкілдері қатысып отыр. Бұл Қазақстан темір жолы, Қазмұнайгаз, Қазақтелеком, Кигок, Самұрық-энерго, Қазақгаз, Қазатомөнеркәсіп сияқты қордың портфельдік компаниялардың өкілдері де осы іс-шарамызға қатысып отыр. Ең алдымен қордың сатып алуларды реттеуге қатысты жалпы ұстаным туралы айтып өтейін. Қор сатып алулар саласындағы әдістеме үшін ғана жауапты. Яғни біз сатып алу тәртібін әзірлейміз және бекітеміз. Сатып алуға қатысты шешімдердің барлығы қордың еншілес компаниялары өз бетінше қабылдайды. Сатып алу тәртібі қаржы министрлігімен және бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттілігімен келісіліп, қордың директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі. Өздеріңіз білетіндей, қордың директорлар кеңесінің төрағасы бұл Қазақстан Республикасының премьер-министрі. Сатып алу тәртібінің осындай иерархияда бекітілуі оның заңнамаға сәйкестігін, айқындылығын және есептілігін қамтамасыз етеді. Өз кезегінде сатып алулар бойынша рәсімдер мен шешімдер қор тарапынан араласусыз компаниялар деңгейінде қабылданады. Сондықтан біз осы шараға мен жаңағыдай айтып кеткендей, қордың еншілес компаниялардың өкілдерін де шақырдық. Уважаемые коллеги, после докладов наших спикеров будет сессия вопросов и ответов после докладов. И как мы сообщали ранее, спикеры будут отвечать на вопросы по заданной сегодняшней тематике, а это именно вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей в закупках Самұрық-қазыны. Поэтому, пользуясь случаем, также хочу пригласить, уважаемые коллеги, вас на еще один брифинг, который состоится 12 июня на следующей неделе по общим вопросам деятельности Самұрық-қазына с участием руководства Самұрық-қазына. Поэтому призываем СМИ и журналистов быть сегодня активными. А теперь разрешите передать слово управляющему директору Самұрық-қазына Казутину Николаю Юрьевичу. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. В рамках моего выступления я кратко озвучу ключевые направления работы фонда по поддержке отечественных производителей и по повышению прозрачности закупочной системы. Далее мои коллеги расскажут подробнее по каждому из направлений. В рамках исполнения поручений главы государства и премьер-министра республики одним из приоритетных направлений в закупках фонда является работа по поддержке отечественных товаропроизводителей. Действующий порядок закупок фонда включает более 16 мер поддержки, в том числе не имеющих аналогов в других регулируемых закупках, включая государственные закупки. Например, безусловный приоритет закупок у отечественных товаропроизводителей. Как вы видите на слайде, результаты 2024 года подтверждают эффективность принимаемых мер фондом. С ОТП было заключено договоров на сумму свыше 1,1 триллиона тенге, включая поставки товаров в рамках работы и услуг, что на 76% превышает результат 2023 года. По сравнению с 2022 годом объем закупок у отечественных товаропроизводителей вырос в 7 раз. В 2025 году планируется рост закупок у отечественных товаропроизводителей на 25%. За 5 месяцев текущего года с ОТП уже заключено договоров на сумму 433 миллиарда тенге. Дополнительно особое внимание уделяется программе создания новых производств с целью импортозамещения товаров, ранее закупаемых за рубежом. В 2024 году было заключено 367 офтейк-контрактов на сумму 191 миллиард тенге, что в 10 раз превышает объем предыдущего года. В рамках реализации проектов прогнозируется создать более 500 новых рабочих мест и привлечь более 150 миллиардов тенге инвестиций в национальную экономику.
За 5 месяцев текущего года было заключено 148 офтейк-контрактов на сумму 115 миллиардов тенге. На данный момент в работе находится еще 24 проекта на 97 миллиардов тенге. В разрезе основных заказчиков лидером по поддержке ОТП является КТЖ, Казатомпром и Казмунайгаз. По офтейк-контрактам лидерами являются КТЖ, Казмунайгаз и Тигок с общей суммой контрактов на 110 миллиардов тенге. Эффективность мер, принимаемых на уровне фондов в поддержку отечественных товаропроизводителей, подтверждается мнением отдельных государственных органов и представителей бизнес-сообщества. На заседании правительства, состоявшемся 3 июня, были озвучены мнения Министерства энергетики и промышленности, Союза машиностроителей Казахстана и холдинга «Байтерек» о лидирующем положении фонда в вопросах поддержки ОТП и необходимости дальнейшего развития системы закупок фонда. Для субъектов малого и среднего бизнеса внедрен упрощенный способ закупок, исключающий бюрократические барьеры. Это электронный магазин. В электронном магазине зарегистрировано уже более 14 тысяч потенциальных поставщиков, включая 540 отечественных товаропроизводителей. Фондом на постоянной основе ведется планомерная работа по повышению прозрачности и недопущению коррупционных рисков, в том числе в тесном взаимодействии с государственными правоохранительными органами. На веб-портале закупок фонда проведена интеграция по обеспечению полного доступа к данным надзорным органам в лице Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу, Высшей аудиторской палаты, антикоррупционной службы, а также Агентства по защите и развитию конкуренции. Обеспечена интеграция с единым окном закупок МПП «Атамикен». Также в 2022 году был заключен меморандум о сотрудничестве между фондом и АФМ с целью повышения прозрачности деятельности фонда и организаций, входящих в группу фонда. Отдельно хочу отметить, что предпринимаемым фондом меры по обеспечению открытости и снижению коррупционных рисков получили высокую оценку на международном уровне. В 2024 году уровень прозрачности закупочной системы фонда отмечен в рамках 5-го раунда мониторинга антикоррупционных реформ Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР. Кроме того, в 2025 году Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития признали закупочную систему фонда соответствующей международным стандартам. Хочу отметить, что фонд – единственная структура в мире вне стран ЕС, чья система официально верифицирована такими институтами. Это позволило использовать платформу фонда для реализации проектов, финансируемых ЕБРР и АБР, и стало дополнительным подтверждением эффективности и прозрачности наших подходов. На этом фонд не ограничивается достигнутым, и в настоящее время совместно с государственными органами и правоохранительными органами республики разрабатывает дорожную карту, нацеленную на дальнейшие шаги по повышению прозрачности закупок и снижению коррупционных рисков. Спасибо за внимание. Рахмет сізге, Николай Юрьевич. Келесі сөз кезегі Шәріпов Нұрлан Серікұлына беріледі. Большое спасибо. Добрый день, уважаемые журналисты, добрый день, уважаемые коллеги. Самрук Казнаконтракт, являясь оператором фонда по закупкам, осуществляет ведение сопровождения информационной системы электронных закупок фонда, отвечает за реализацию программы импортозамещения, а также осуществляет взаимодействие со всеми отраслевыми ассоциациями, союзами Республики Казахстан по вопросам поддержки и совершенствованию мер поддержек отечественных производителей. Разрешите вкратце доложиться об основных направлениях по поддержке отечественных производителей. Информационная система электронных закупок фонда была запущена в 2018 году в целях повышения прозрачности и эффективности закупок. Сегодня наша площадка обеспечивает весь цикл закупок от планирования до формирования актов без бумажного использования. Все процессы полностью автоматизированы. Система позволяет избежать ошибок и нарушений со стороны участников закупок путем установления форматно-логического контроля. Вся информация о планируемых, проведенных закупках, договорах находится полностью в открытом доступе, то есть любой желающий с регистрацией, без регистрации может зайти на веб-портал закупок фонда и посмотреть всю необходимую информацию. Для поставщиков, для участников закупок реализована система регистрации в один клик посредством ЭЦП. Следует отметить, что наш веб-портал
является полностью бесплатным для всех пользователей. В рамках работы по повышению прозрачности реализована интеграция с правоохранительными органами в лице Генеральной прокуратуры, Агентства по финмониторингу, Высшей аудиторской палаты, антикоррупционной службы. Для обеспечения доступа к данным для других государственных органов, а также для бизнеса у нас налажена интеграция с единым окном закупок Национальной палаты предпринимателей Атамекен. Кроме того, реализована интеграция с Комитетом по госдоходам Министерства финансов Республики Казахстан в части передачи данных по электронным счет-фактурам. Это необходимо для исключения возможности прикрепления нелегитимных документов недобросовестными участниками закупок. Следует отметить, что в 2024 году система закупок фонда впервые была признана отвечающей передовым международным стандартам и практикам ведущими международными институтами в лице ЕБРР и АБР. Кроме того, в настоящее время фондом совместно с государственными органами, а также правоохранительными органами разрабатывается дорожная карта по повышению прозрачности и снижению коррупционных рисков в закупках фонда. Хочу обратить ваше внимание на следующий слайд. Во исполнение поручений правительства Республики Казахстан фонд активно проводит работу по поддержке отечественных производителей. Здесь мы вам хотим показать, что отечественные производители получают все меры поддержки по всей цепочке цикла участия в закупках фонда, начиная от планирования и заканчивая исполнением договора. Всего в закупках фонда предусмотрено 16 мер поддержки, из которых 6 были приняты или усовершенствованы в прошлом году. Хочу обратить особое внимание на то, что большинство данных мер поддержек отсутствуют в других регулируемых закупках. Фонд первым принял данную практику по поддержке отечественных производителей. Остановлюсь на нескольких самых основных, которые можно будет отнести. Это безусловный приоритет закупа у отечественных производителей, даже если данный производитель один в Республике Казахстан. Освобождение от всех видов обеспечений. Это обеспечение аванса, обеспечение исполнения договоров, от обеспечения заявки. То есть, если рассматривать другие регулируемые закупки, то обеспечение заявки, к примеру, составляет 1%, исполнение договора 3%, обеспечение аванса, то есть зависимость от аванса там, может быть дойти до 50%. И в других закупках отечественные производители вынуждены вносить это обеспечение путем гарантированного взноса или банковской гарантии, то у нас они полностью освобождаются от данной финансовой нагрузки. Также особым моментом является это срок оплаты до 5 рабочих дней. Срок поставки данной продукции для отечественных производителей он составляет не менее 60 дней, то есть дается время для закупа сырья, для закупа комплектующих и непосредственно самого производства. А для более сложной продукции он составляет не менее 120 дней. В то же время за поставку товаров не собственного производства у нас предусмотрены штрафные санкции в размере 20%. Эта норма была принята также в прошлом году. Отдельно хочу выделить программу содействия созданию новых производств. Стоит отметить также, что данная программа действует с 2018 года. Также фонд впервые принял данную практику с 2018 года. Эта программа предусматривает заключение долгосрочных офтейк-контрактов. На сегодняшний день пул товаров для импортозамещения состоит из свыше 16 тысяч товарных позиций на общую сумму порядка 547 миллиардов тенге. С 2023 года пул товаров, как вы видите на данном слайде, вырос в 5 раз, а сумма потребностей практически в 3 раза. К примеру, на слайде представлены у нас топ-позиции в пуле товаров для импортозамещения, по которым отсутствует производство в Республике Казахстан, и мы предлагаем бизнесу, предпринимателям наладить выпуск данной продукции. Фонд, в свою очередь, обеспечит гарантированный закуп данной продукции в будущем после того, как предприниматель полностью организует данное производство.
Пул товаров у нас актуализируется на ежеквартальной основе, то есть это постоянная работа. Вся необходимая информация размещена на сайте Самру-Казна-Контракт. Там же размещены все нормативно-правовые акты, контакты непосредственно исполнителей для консультации. То есть любой желающий может зайти, посмотреть и получить всю необходимую информацию. На следующем слайде мы хотели бы рассказать о проектном офисе, открытость к диалогу и кооперации. Для обеспечения эффективности и прозрачности проводимой работы на базе фонда действует проектный офис по импортозамещению и развитию внутристрановой ценности. В проектный офис входят представители Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, отраслевые ассоциации и союзы, Национальная палата, холдинг «Байтерек», а также портфельные компании фонда. Данная площадка предназначена для установления встречных обязательств и обсуждения проблемных вопросов бизнеса по вопросам участия в закупках, а также для их последующего решения. К встречным обязательствам можно отнести такие, как обеспечение роста производительности труда, инвестиции в собственный капитал, закуп сырья и комплектующих именно у других отечественных производителей в рамках реализации данного проекта. С 2024 года проектному офису мы дали большой импульс, и теперь заседание проектного офиса проводится на еженедельной основе. Отдельно хочу подчеркнуть, что все решения в рамках проектного офиса принимаются с участием заинтересованных государственных органов и организаций на основе принципов открытости и транспарентности. Процесс подачи заявки, возвращаясь к теме заключения оффтейк контрактов, процесс от подачи заявки до реализации проекта составляет до 30 дней. При этом у производителя имеется возможность заключать долгосрочные контракты сроком до 20 лет. Основной процесс состоит из 4 этапов. На первом этапе это непосредственно подача заявки в Самру-Казна-Контракт. Далее мы проводим заседание проектного офиса, после чего рассматриваем вопрос на 3-м этапе установления встречных обязательств для бизнеса. И на 4-м этапе осуществляется нашими дочерними компаниями, заключаются непосредственно оффтейк-контракты. Инициатор проекта организует производство согласно утвержденному плану-графику, а после начала производства проводится непосредственно мониторинг реализации данного проекта. Здесь стоит отметить, что оффтейк-контракты фонда уже сегодня принимаются холдингом «Байтерек» в качестве твердого залога. Это значительное достижение, так как заключение оффтейк-контрактов позволяет отечественным производителям получать доступное финансирование под реальные гарантии спроса. В заключении, пользуясь случаем, хочу привести контакты нашего проектного офиса. Здесь представлены полностью телефоны колл-центра, телефоны основных ответственных лиц за данный проектный офис. По любому проблемному вопросу можно будет обратиться. Данный вопрос в обязательном порядке будет вынесен на рассмотрение непосредственно проектного офиса и найдет свое решение. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Нурлан Сакенович, за ваш доклад и презентацию. Уважаемые коллеги, а теперь я бы хотела вам показать и рассказать, чтобы вы посмотрели, что вот все, что сказал мой коллега сейчас, на самом деле реализуется. Я бы вам хотела показать реальные, живые примеры реализованных и новых проектов, которые мы реализуем с нашими отечественными товаропроизводителями. И на минуточку я бы хотела, чтобы вы поняли, что это не просто контракты, это не просто заключенный оффтейк-контракт, это вклад в экономику, занятость и технологическое развитие страны. Пожалуйста, вот пример, один пример, который хотим привести. Извиняюсь. С проммашкомплектом мы реализуем масштабный проект в городе Экибастуз, в рамках которого с нашей дочерней компанией «Казахстан-Темржола» заключены оффтейк-контракты на 77,9 миллиардов тенге. Уже исполнено поставок на более чем 6 миллиардов тенге. Что стоит за этими цифрами? На самом деле цифры очень большие. Но за этими цифрами стоят 507 новых рабочих мест.
54 миллиарда тенге инвестиций. И уровень локализации, между прочим, уже достиг 63%. Реальный проект ОТП. Другой компании Азия Трафа заключены оффтейк-контракты на порядка 40 миллиардов тенге. Производитель предоставляет, то есть производит трансформаторы сразу для 3 наших портфельных компаний. Это Кигок, Казахстан-Темиржово и Самрук-Энерго. На сегодня договоры уже исполнены на 30 миллиардов тенге. В рамках реализации созданы рабочие места. Но самое важное, прошу обратить ваше внимание, это экспорт продукции. Экспорт продукции в страны СНГ, который уже составил 15 миллиардов тенге, что показывает и доказывает конкурентоспособность наших отечественных товаропроизводителей. Следующий проект, который мы вам хотели показать и рассказать, это вот тоже в партнерстве с Проммаш КЗ, запущен проект по производству стрелочных переводов для КТЖ. Вы знаете, сейчас это очень важная вещь, которая нужна, потому что КТЖ сейчас реализует масштабные проекты, вы сами знаете, для развития транзитного потенциала нашей страны. В рамках него заключены оффтейк-контракты на 60 миллиардов тенге, 18 миллиардов тенге уже исполнено, и уровень локализации, еще раз, пример отечественного производства, составил 80%. Другой пример, который мы хотим вам показать, как раз-таки в прошлом году мы подписали 2 крупных долгосрочных договоров с Актюбинским рельсобавочным заводом до 2032 года на сумму 336 миллиардов тенге. Уже поставлено 141 тысяч тонн рельсовой продукции. На самом деле, просто вдумайтесь, какие это большие суммы, на сумму 84 миллиардов тенге. Локализация увеличилась до 30%, и только за 2024 год в Казахстан пришло налоговых поступлений в бюджет страны на 3 миллиарда тенге, даже больше. Это не просто производственный проект, уважаемые журналисты, это точка роста для целого сектора. Другой проект, который мы хотели вам показать, это с 2016 года наша портфельная компания «Казахстан-Темиржово» совместно с мировым лидером по железнодорожной промышленности ВАПТЭКом реализует проект по производству локомотивов в Казахстане. В рамках проекта также был заключен оффтейк-договор в рамках, еще раз, закупочных процедур Самрук-Казына, которые позволяют это делать, на 679 миллиардов тенге. Более 700 новых рабочих мест было создано. Завод в Астане находится. Это такой пример успешной международной кооперации, который приносит прямые дивиденды в нашу страну. Другой проект, который я бы хотела вам сегодня показать, это вот Штадлер. Также в партнерстве мы с ними с 2022 года создано производство вагонов, заключен долгосрочный договор, еще раз, на 1,5 триллиона тенге в рамках наших закупочных процедур, которые позволяют это сделать до 2046 года. На сегодня уже идет строительство вагонов. Поставка первой партии ожидается в декабре 2025 года. 560 рабочих мест, коллеги. Локализация составит 35%. И еще один проект Альстом также реализован успешно, тоже глобальный лидер в транспортном секторе по производству электровозов, 1200 рабочих мест, и локализация также составила 35%. Поэтому электровозы тоже производим, тоже в городе Астане этот завод находится. И последний пример, который я бы хотела вам показать сегодня, это Казмунайгаз. Совместно с нашим заводом Казкормашзавод реализуется новый проект по производству нефтяного оборудования в городе Жаңаөзен. Сумма договора составляет 130 миллиардов тенге. Уже проект находится на стадии завершения. И на работу в завод будут привлечены 251 человек из числа жителей города Жаңаөзен. Я надеюсь, вы все понимаете, как это важно. Да? Локализация составляет 90%, и это вот хороший пример ответственного подхода к региональному развитию. А региональное развитие очень важно в нашей стране. В целом мы бы хотели отметить, что Самрук-Казына продолжит, и как она продолжала, так и продолжим мы работу по дальнейшему совершенствованию порядка и системы закупок фонда
также с приоритетом поддержки наших отечественных товаропроизводителей. Ал енді сөз кезегін мен Оразалин Серікбол Төрехановына бергім келеді. Серікбол Төреханова, сөз өзіңізде. Құрметті әріптестер, бақ өкілдері, қайтадан қайырлы күн. Сіздердің назарларыңызға Самұрық Қазына дүкенін таныстыруға рұқсат етіңіздер. Біріншіден енді Самұрық Қазына қорының ол сатып алуларға арналған цифрлық жүйе, жалпы ең басты мақсаты ол жеткізушілерге артық бюрократиясы және түсінікті ашық шарттармен ұйымдастырылған цифрлық жүйе. Қазіргі таңда біздің SK Store маркетплейсінде екі механизм сатып алу процестері жүргізіледі. Бірінші механизм ол тікелей сатып алулар жолдары, ол жалпы, яғни 100 айлық есептік көрсеткіштерге дейінгі барлық тауарлар санаттарынан. Екінші жолы ол сауда-саттық жолдары, яғни 20 мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі, яғни 29 тауар санаттарынан. Осының барлығын, осы инструменттерді қолдана отырып, жалпы Самұрық Қазына қорының ішінде кіретін телеком саласы болсын, мұнай-газ саласы, энергетика немесе атом саласындағы ең басты қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін нарықтағы жүргізушілер, өздерінің кәсіпкерлер, өздерінің тауарларын өздерін жүзеге асыра алады. Жалпы осы жүйені дамыту мақсатында нарықтағы кәсіпкерлермен және тапсырыс берушілердің арасындағы сатып алу ыңғайландыру үшін, оны әрі жеңілдету үшін SK Store дүкенінің бірнеше ерекшеліктері енгізілген. Ол біріншіден ол жеңімпаздар осы система арқылы бір күн ішінде анықтай алады. Және де екінші артықшылық ол Самұрық Қазына методологиясына сәйкес тапсырыс беруші жеткізушіге 5 күн ішінде төлем жасау қажет. Және де ең басты артықшылығы ол SK Store дүкенінде таңдау процестері ашық және автоматты түрде өтеді. Келесі слайдта назарларыңызды аударсақ, қазіргі таңда SK Store дүкенінде 14 мыңға астам жеткізушілер тіркелген. Оң жақ слайдында қарасаңыз, ол соңғы 3 жылдың ішіндегі динамикалық өзгерістері көрінеді. Соның ішінде 95% ол шағын және ортақ бизнес. Сонымен қатар айтып кетсек, қазіргі таңда нарықта 2000-ға жуық отан тауар өндірушілер бар. Соның ішінен 540-ы, яғни ол 26% осы SK Store дүкенін қолданады. Жалпы қазір таңда ол өздерінің ұсыныстарын өткізе алады. Және де слайдты көрсеңіз, оң жағыңызда 24-ші жылы тауар өндірушілердің өздерінің сатып алу сандарын 1 миллиард 950 миллион болса, 2025 жылы 5 айдың ішіндегі ол сан 4 миллиардқа дейін 2 есе артты. Және де айтып кететін жайтымыз, сол жақтағы слайдта диаграммада көрсеңіздер, SK Store дүкенімен тек қана республикалық деңгейдегі Алматы, Астана қаласылары ғана емес, және де басқа өңірлердегі шағын және ортақ бизнестің өкілдері қатыса алады. Құрметті әріптестер, назарларыңызға рахмет, мен баяндамамды аяқтадым.